Прямой эфир «Якутия-24». Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Диалог с населением. Рабочая группа правительства отчиталась перед жителями Жатая. О каких вопросах шла речь? Грипп и ОРВИ атакуют. В 21 классе школ Мирнинского района ввели карантин. Какие приняты меры? Акватерм Москва. В столице страны проходит крупная выставка в сфере отопления, водоснабжения и инженерного оборудования. Участвуют и якутяне. Есть первые результаты. На горнодобывающем комплексе Верхнемунская подвели итоги работы за 2018 год. Все на благо сельчан. С таким девизом в Ленском районе в наследие Чамча местная НКО выиграла гранты на сотни тысяч рублей и вложила в благие дела. Один за всех и все за одного. На зимних играх «Дети Азии» состоялись лыжные эстафеты дружбы. Число погибших при хлопке газа в Красноярске увеличилось до 2, сообщили РИА Новости в МЧС по Красноярскому краю. Взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме. Вечером из здания эвакуировали 12 человек, из них 2 детей. 6 квартир разрушены, еще 10 получили повреждения. По уточненным данным, в доме проживали 20 человек. По последним данным, поисковые работы на месте взрыва газа завершены, больше под завалами людей нет. Кинологические расчеты МЧС работу прекратили. Жильцы дома будут временно размещены в социальном центре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Тем временем Ваню Фокина, малыша, который пострадал при обрушении дома в Магнитогорске, выписали. По данным российской газеты, Ваня и его мама Ольга отправились к своим московским родственникам. Потом они вылетят в Магнитогорск. И 16 февраля в новой квартире отметят первый день рождения чудом спасенного ребенка. Напомним, мальчика обнаружили спустя 35 часов после катастрофы с обрушением жилого дома в Магнитогорске. Лечение длилось почти 1,5 месяца. У него было и сильное обморожение, и черепно-мозговая травма, перелом голени. Была даже угроза ампутации ноги. Но благодаря усилиям медиков ничего этого не произошло. К другим новостям. Глава правительства России Дмитрий Медведев призвал подумать о пересмотре подходов к определению уровня бедности, чтобы учитывались расходы семей, а не только доходы. По мнению премьер-министра, таким образом не будет ситуации, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что, как выразился Медведев, ее доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум. Также невозможной станет обратная ситуация, когда вполне обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают деньги еще и от государства. Глава правительства напомнил, что в России свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного. При этом решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и стандартного набора обезличенных данных. Председатель правительства Якутии Владимир Солодов рассказал о возможности применения газомоторного топлива и развития этого рынка у нас в регионе. По словам Солодова, правительством республики утверждены мероприятия по развитию газомоторного топлива, и на 2019 год планируется строительство автомобильной газонаполнительной станции в Ленском районе за счет внебюджетных денег. Мы предусматриваем также строительство автомобильных газонаполнительных станций на территории Якутска, Нижнего Бестяха, Алдана, Нерюнгри, Мирного и Ленска, добавил председатель правительства. Тем временем правительство республики продолжает ежегодные выездные отчеты перед населением Якутии. Рабочие группы находятся в разных уголках региона, встречаются с жителями. Сегодня члены правительства отчитались перед жатайцами. О каких вопросах шла речь в материале Саргаланы Федоровой.
Первым делом рабочая группа посетила Жатайский завод металлоконструкций. Как отметили сами работники, они живут от заказа к заказу и нуждаются в поддержке в виде налоговых льгот. Здесь перерабатывают около 1000 тонн металла в год. В этом году они планируют принять участие в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в наслегах Якутии. Мы предлагаем вариант делать именно модульные. Здесь у нас сделать, совместно с министерством проговорить все нюансы, то есть какие должны быть они по размерам, по составу, какие там кабинеты должны быть, какое оборудование. Здесь их делать, чтобы там на месте только приехал, 2 или 3 секции собрал за 2-3 дня, питание подключил, электроэнергию. Заходите и работайте. Далее правительственная группа побывала в энергоэффективном квартале. Жители 10 энергоэффективных домов значительно экономят на отоплении и на горячей воде. Экономия коммунальных ресурсов на воду составляет около 20%, на отопление 40–50%. Волнующие вопросы жители Жатаи смогли задать во время отчета. Особое внимание заострили на таких темах, как строительство новых социальных объектов, обновление медицинских оборудований. Не первый год жителей поселения волнует вопрос капитального ремонта домов. Живу я по Северной 37. Наш дом дал трещины еще давно. Это самый первый дом, можно сказать, 4-этажный, который построили в Жатае. Платим деньги за ремонт, но нам ничего так и не сделали. Теперь сказали, что в 2020 году будет ремонт. До 2020 года неизвестно, что может случиться. При строительстве судоверфи, которое начнется этой весной, предусмотрено создание до 10 речных судов. Но в Жатае, как и везде, актуальна проблема скопления старых судов. Там уже целое кладбище у нас создалось. Так как-то вот надо организовать вот это вот дело, чтобы убрать. А то и зелень там, и экология, это все портится же. Около 700 рабочих мест будет создано при строительстве Жатайской судоверфи. И по мнению жителей, те, кто получит работу, приедут жить семьями. А в поселке всего 2 школы. Жители поинтересовались, возможно ли строительство еще одной школы. Члены рабочей группы дали обещание после 2020 года в установленном порядке рассмотреть этот вопрос и включить в инвестиционную программу республики. Вопрос о строительстве детской школы искусств также включили в протокол отчета. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Жатай. Мэр Якутска получила предостережение о недопустимости нарушений закона. Это ей вручили на межведомственном совещании в прокуратуре Якутска. Там рассмотрели вопросы состояния законности и результаты прокурорского надзора в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов. Отмечено, что на территории Якутска функционирует более 6000 бесхозяйных объектов недвижимого имущества, которые имеют отношение к жилищно-коммунальной сфере. По состоянию на 16 января текущего года на исполнении в окружной администрации города Якутска находится 86 решений суда о постановке на учет такого имущества. Предостережение объявлено ввиду отсутствия надлежащего учета и эксплуатации этого бесхозяйного имущества. Данная работа осуществляется ненадлежащим образом, что может привести к несвоевременному и некачественному решению вопросов по тепло-, водо- и газоснабжению населения и необеспечению надлежащего технического и санитарно-эпидемиологического состояния сетей, несвоевременного устранения аварийных ситуаций в случае их эксплуатации, в процессе их эксплуатации. Поэтому Сардании Владимировне Аксентьевне объявляют предостережение о недопустимости нарушения закона. На горнодобывающем комплексе Верхнемунское в Мирнинском районе провели первый в истории предприятия хозяйственный актив. Руководство и работники подвели итоги за ушедший 2018 год. Новый цех удачнинского комбината создали чуть более полугода назад, но говорить было о чем. Да и вопросов в адрес руководства от сотрудников поступило немало. Ирина Балкова продолжит тему. К этой теме вернемся позже. Продолжаем выпуск. Компания «Алроса» передает Якутии социальные объекты по ценам ниже рыночных в рамках плана отчуждения непрофильных активов. В частности, в этом году регион получит от компании санаторий в Ленском районе, который перепрофилирует под медучреждение. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах российского инвестфорума в Сочи.
План отчуждения непрофильных активов компании на текущий год утвержден. На заседании наблюдательного совета в перечень вошли 3 подконтрольных юридических лица, 14 объектов недвижимости и земельных участков, 15 объектов незавершенного строительства, также 49 объектов жилищного фонда. Ранее сообщалось, что «Алроса» планирует в 2019 году реализовать более 80 непрофильных активов общей балансовой стоимостью свыше 6 миллиардов рублей. В числе крупных активов Ленское предприятие тепловых и электрических сетей в Якутии. В республике стартует второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ожидается, что, например, в Алданском районе до 2025 года новоселье отметит порядка 8 тысяч семей. На муниципальном уровне документы готовы. В ближайшее время они будут рассмотрены и утверждены Министерством строительства республики. По данным по количеству ветхого и аварийного жилья в России лидирует Якутия, а в самой республике лидером является Алданский район. С 19 по 24 предусмотрено 11% всех средств России на нашу республику. Поэтому программа масштабная, и одним из самых крупных районов, которые в эту программу входят, это Алданский район. То есть здесь, по сути, город Алдан придется на больше, чем наполовину, в общем-то, перестраивать заново. Возвращаемся к предыдущей теме. На горнодобывающем комплексе Верхнемунское в Мирнинском районе провели первый в истории предприятия хозяйственный актив. Какие подвели итоги за 2018 год в материале наших коллег. Налаженная инфраструктура для добычи алмазов и комфортного проживания сотрудников, сотни новых рабочих мест и первые добытые кристаллы. Новому цеху удачнинского комбината чуть больше полугода, а крупнейший инвестиционный проект «Алроса» уже дал первые результаты. Нам, удалось сформировать костяк коллектива. На данный момент численность по штатному расписанию составляет 244 человека. Заполнено уже практически 230. Люди в основе своей мы пытаемся подбирать и начинают у нас работать, имеющие очень большой опыт, как в рабочей специальности, так и инженерно-технические работники. Вот это радует. История предприятия хоть и небольшая, но обсудить собравшимся было что. Да и лучше способа работникам задать свои вопросы руководству, пожалуй, не найти. Через несколько минут вот в этом зале состоится встреча работников Верхнемунского месторождения с руководством Удачнинского горно-обогатительного комбината. Алмазники подведут итоги производственной деятельности за 2018 год и определят планы на будущее. А также у всех присутствующих будет возможность задать вопрос и получить на него ответ. Совсем скоро мы узнаем, что же все-таки на сегодняшний день интересует работников нового цеха ГДК «Верхнемунское». Итоги подведены, задачи поставлены. У работников цеха появилась возможность задать напрямую волнующие их вопросы руководству Удачнинского ГОКа и получить ответ. Их интересовало все, начиная от заработной платы до питания в столовой. И это неудивительно. Ведь предприятие, которое является самым молодым в «Алроса», только начинает делать свои первые шаги. В цехе уже создали совет молодых специалистов. Говорят, работа работай, но и отдых тоже важен. При поддержке Удачнинского комбината закупили спортивный инвентарь, планируют построить спортзал и даже проводить свои соревнования. А сейчас рассматривают вопрос об улучшении качества интернет-связи. Если участник придет, сможет ли он получить дополнительное разрешение на канал? Сможет или нет по мощности? Если сможет, мы готовы что-то пришлось сюда часть. Если нет, то тогда вот я поручу этот вопрос отработать нашим киповцам. Если нет, то тогда будем смотреть, когда у нас снижается нагрузка. Предварительная оценка добытой на Муне руды показала, такого качества и количества алмазов здесь даже не ожидали. И в этом году в планах у горняков добыть еще минимум 3 миллиона тонн руды. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».
Ну а в 21 классе школ Мирнинского района ввели карантин. По данным, в школах номер 7, 26 и политехническом лицее города Мирного, а также в школе номер 5 поселка Айхал заболели 598 учащихся. Районным управлением образования издан приказ о дополнительных мерах в период эпидемии с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции. К занятиям не допускаются дети и персонал с признаками заболевания ОРВИ. Во всех школах контролируется поддержание оптимального теплового режима, регулярного проветривания помещений, проведения дезинфекции, также обеззараживание воздуха в коридорах и классах. Если в классах или в школе в целом отсутствуют дети 20 и более процентов от количества детей в классе либо в школе соответственно, то класс либо школа закрывается на один инкубационный период, который составляет от 7 дней. По состоянию на 15 февраля в Мирнинском районе закрыты 21 класс, что составляет в принципе 5,7% от всего количества обучающихся в Мирнинском районе. Акватерм Москва в столице страны проходит крупная выставка в сфере отопления, водоснабжения и инженерного оборудования. Участвуют и якутяне. Все на благо сельчан. С таким девизом в Ленском районе в наследие Чамча местная НКО выиграла гранты на сотни тысяч и вложила в благие дела. Один за всех и все за одного. На зимних играх «Дети Азии» в Сахалине состоялись лыжные эстафеты дружбы. Якутия-24, прямой эфир, в студии Влад Давыдов, программа «Итоги дня». Мы продолжаем выпуск. Арбитражный суд Якутии удовлетворил требования якутской топливно-энергетической компании о взыскании 462 миллионов рублей с его основного акционера ООО «Инвестор», принадлежащей главе группы «Сумма» Зиевудину Магомедову, следует из материалов картотеки арбитражных дел. ЕТЭК подавала 5 заявлений о взыскании с инвестора в общей сложности более 5,9 миллиардов рублей, 3 в арбитражный суд Якутии, еще 2 в арбитражный суд Москвы. Все иски связаны с договорами займа. Удовлетворены 2 из 3 исков, рассматриваемых в суде Якутии, с требованиями на 190 миллионов рублей. Крупнейший иск с требованиями на 5 миллиардов рублей пока на стадии рассмотрения. Очередное заседание назначено на 1 апреля. В последнее время увеличилось количество и объем безналичных операций. Так, по данным отделения Национального банка по Республике Дальневосточного главного управления Банка России, на 1 октября 2018 года количество платежных карт, выданных на территории Якутии, приблизилось к 1 миллиону 800 тысячам единиц. Вместе с этим растет и количество краж денежных средств с банковских карт. Около 80% мошеннических операций с банковскими картами происходит именно в интернете. К сожалению, с каждым годом количество таких преступлений растет. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что ни одна кредитная организация, ни Центральный банк никогда не требует от клиентов полных сведений о пластиковой карте. Если от имени банка злоумышленник просит сообщить номер карты, срок ее действия, фамилию, имя, владельца карты и защитный код, это однозначно мошенники. В Москве проходит крупная выставка в сфере отопления, водоснабжения, инженерного и сантехнического оборудования «Акватерм Москва». Производственные компании из 30 стран мира представляют свои новинки. Впервые в этом большом форуме участвуют якутяне. Репортаж нашего СОПКОРа в Москве Максима Кардозу. Масштабы выставки «Акватерм Москва» действительно поражают. 770 предприятий со всего света привезли сюда свою продукцию. И в этих лабиринтах из стендов каждый хочет выделиться как может. Некоторые даже робота привезли. Привет, приятель. Привет, красавчик. Единственная представленная здесь якутская компания «Сахалипснелле» тоже выделилась национальным колоритом. Правда, удивлять российских и зарубежных коллег наши земляки смогли не только этим. На форум они привезли уникальные котлы. Это полностью якутская запатентованная разработка ничем не уступает европейским аналогам, а некоторые даже превосходят. Например, по экономичности в 1,5–2 раза. На угле котел может отапливать помещение в 400 квадратных метров до 3 суток. Но и это не все. Конструкция котла сделана таким образом, чтобы
В случае перегревания, в случае утечки электричества котел полностью взрывобезопасен. И в конструкции котла предусмотрены предохранительные клапаны, которые в случае нагрева воды сбрасывают. На главной российской выставке тепло- и водоснабжения якутская разработка произвела настоящий фурор. Русские и иностранные специалисты выстроились в очередь, чтобы познакомиться с нашим котлом, который не только безопасный и экономичный, но и полностью автоматизированный. Все основные узлы продуманы. Видно, что вы поработали, учли недостатки предыдущих конструкций. Наличие канала дымоходного выполнено тоже гораздо более оптимально, потому что, скорее всего, будет отсутствие коррозии и, следовательно, более долгий срок службы котла. Компания «Сахалипснели» появилась 7 лет назад, и наладить собственное производство ей удалось на базе технопарка «Якутия» в Кангаласах. Сегодня производство быстро развивается, и, можно сказать, вскоре о ноу-хау по-якутски смогут узнать не только в селах нашей республики, но и по всему миру. Максим Кардозу, Евгений Воронкин, Москва, для Якутии 24. В Ленском районе в селе Чамча местная некоммерческая организация выиграла гранты на сотни тысяч рублей. Эти деньги в наследие вложили в благие дела. Анна Кожевникова подробнее. Год работы и такой результат. Благоустройство сквера, приобретение долгожданных для всех жителей бильярдных столов. Некоммерческая организация «Тетим» в селе Чамча трудится на благо односельчан. У нас две самые активные женщины нашего наследия села Чамча. Они уже участвовали, они начали работу по некоммерческим видам деятельности. Еще в грантах участвовали с 2009 года. Официально оформились как некоммерческая буквально год назад. Одним из масштабных проектов было благоустройство памятника земляку-герою Захару Иннокентьевичу Саморцеву. Некоммерческая организация «Тетим» выиграла грант, в результате чего возле памятника появилась тротуарная плитка. Есть у нас сквер, и внутри есть памятник Захару Иннокентьевичу Саморцеву. У нас там не было возможности сделать площадку, чтобы дети, празднуя 9 мая, мы могли там стоять и, провести этот митинг. И мы поучаствовали в этом конкурсе как инициативная группа и выиграли 100 тысяч рублей. Еще одним из долгожданных событий стало приобретение бильярдного стола. Также в Чамче появилось 2 теннисных стола. Один из них, более дорогой, предназначен для любых погодных условий. Выиграли 516 тысяч на грант, на который... И там мы приобрели инвентарь спортивный. Также была отсыпана спортивная площадка. Благодаря общественной организации всего в прошлом году «Тетим» выиграл более 1 миллиона грантовой поддержки, которая была направлена на реализацию общественных проектов проведения сельских мероприятий. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ночь здоровья под таким названием прошла медицинская акция в Якутске. С 6 вечера до 12 ночи жители города, которые давно откладывали визит к врачу, смогли застать всех нужных специалистов в одном месте. Лабораторная, лучевая, функциональная и УЗИ-диагностика, медосмотр, услуги процедурного кабинета, медицинский массаж – все это было в доступе для всех, кто успел прийти вовремя. Бывает ночь в музее, ночь в кинотеатре, но вот этот формат «Ночь в медицинской клинике», «Ночь здоровья» в клинике «Аврора», он впервые проводится вообще в республике Саха-Якутия. И действительно, это, когда идея пришла к нам в голову, она, конечно, была продиктована тем, что очень много у нас занятых людей, бизнесменов, которые абсолютно в рабочее время не могут вырваться, проверить свое здоровье и так далее. Мы такую же ночь хотим повторить ко дну УСЭХа 21 июня этого года «Белые ночи в клинике «Аврора». О погоде. В субботу, 16 февраля, в Якутске ожидается усиление ветра до 9-14 метров в секунду, сообщают синоптики Якутского гидрометцентра. В ближайшие сутки небольшой утром умеренный снег, температура воздуха ночью минус 28-30, днем минус 20, минус 22, говорится в сообщении синоптиков.
Во время визита в сочинский спортивный центр Владимир Путин обсудил со спортсменами предстоящий Кубок мира по вольной борьбе, который пройдет в Якутске. Глава государства отметил, что выступать на международных соревнованиях – это большой труд и ответственность. Миллионы зрителей наблюдают за спортсменами, надеются на их победы, а те, в свою очередь, полностью отдают себя спорту. Кубок мира по вольной борьбе 2019 после 8-летнего перерыва пройдет в России по предложению главы Якутии Айсена Николаева. У нас знаменательное событие. Мы в Якутии проводим сейчас Кубок мира. Международная федерация решила не делегировать Соединенные Штаты Америки за тоталитарное отношение за предвзятость к людям, которые хотят пересекать границы Соединенных Штатов, то есть за то, что визы они будут проводиться у нас. Ну, может быть, они изменят визовую политику? Я надеюсь, да. И чемпионат вернется. И поэтому взяла Якутия. Это, значит, приезжают у нас 2 команды Соединенных Штатов Америки. Вот мы... Ну, в Якутии надежнее, чем в Соединенных Штатах. Конечно. На зимних играх «Дети Азии» состоялись лыжные эстафеты «Дружба». Репортаж Василия Радченко. Эстафетный забег формировался 3 спортсменами из разных сборных. Своего рода ноу-хау. В случае победы медали идут в зачет сразу всем участникам. Гонка стала настоящим зрелищем для болельщиков. В предыдущих дисциплинах фавориты практически не менялись. И мы было уже соскучились по интриге заезда. Но тут сильнейших объединили с аутсайдерами. Да и ответственность у ребят возросла в разы. Немного не дожал, и ты подвел уже не только свой регион, но и спортсменов других стран. На финише было видно, сколько сил они вложили в эту гонку. Для якутян этот день стал рекордным по количеству медалей. Нашим спортсменам Анастасии Ткаченко и Владиславу Парфенову удалось пополнить копилку сборной 2 бронзовыми, а Илье Заворотных – серебряной медалью. Тем самым у якутской сборной 3 серебряные и 2 бронзовые медали, что подняло регион на 10-ю строчку в общем зачете. Все было замечательно. Я бежала с казашкой и с москвичкой. Непередаваемая атмосфера, все очень здорово. Познакомились только сегодня. Оказались очень дружные ребята. Все сдружились. Впереди еще один соревновательный день. Будем надеяться, что якутские биатлонисты смогут принести в копилку сборной еще пару медалей. Василий Радченко, Сергей Козюра, «Дети Азии», Сахалин. Это были итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24, будьте в курсе.